Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, я представитель движения «За независимость Саха». И сегодня у нас очередные пятничные новости. Наша республика снова в федеральных новостях. Да-да, нас показали по телеку. На днях ветерану вручили суповой набор. Ни машину, ни квартиру, ни путевку в санаторий, а суповой набор. Включает помимо гостей, видимо, и патриотизм. Косточки. Ой, Господи. Ну что сказать, Россия щедрая страна. А из Ленска совсем не с любовью показали раздолбанную дорогу. И тоже на федеральных каналах. Какие новости россиянам из республики покажут еще? Сломанную котельную в Хандыге, может быть отключенное электричество в Верхоянске. Боюсь, мы с нашей повесткой перегрузим федеральный эфир. А вот это видео из самого грязного города в России. Правильно, совершенно верно, из Якутска. Как выглядит самый грязный город в России. Давайте покажу, пока в нем не убрались, хотя вот это вот, скорее всего, здесь останется навсегда. И да, я живу в этом городе, и это Якутск. Мы сейчас немножко не в центре, поэтому у нас отсутствует асфальт, потому что убираться надо абсолютно везде, начиная с дороги, заканчивая какими-то вот такими зонами, их тоже нужно чистить. Мы продолжаем нашу уникальную прогулку. Сейчас мы идем в сторону улицы Дзержинского, которая ведет в аэропорт, и здесь умеренно грязно. Для того, чтобы ваша психика не пошатнулась, я не буду гулять такими дворами, потому что это не имеет смысла. Обзор основной части, вот это у нас улица Дзержинского, в той стороне центр. Смотрим на обочину, 10 из 10 это грязи. Здесь, если что, у нас недавно снесли дом, поэтому такой вид, он обусловлен этим событием. Там у нас стройка, остановка, и идем дальше смотреть. Идем, как выглядит остановка внутри. И все. Это я в отражение просто хочу посмотреть, у меня зеркала нет. Меня просили сделать видос, где нужно отремонтировать дороги, и я его не сделала, потому что вам что, карту Якутска просто показать? На это видео блогер получила ответ от самого главы управы Октябрьского округа. Валентин Эверстов спросил у блогера: сколько раз вы сами участвовали в субботнике и сколько мешков мусора вы собрали? Что вы сделали, чтобы город стал чище, кроме как снимать на видео? Снимать-то все могут, а ты пойди поработай, мусор собери. Я, кстати, сразу вспоминаю здесь, как тогдашний мэр Якутска Айсен Николаев кормил людей, которые вместо управляющих компаний убирали гору Чучур-Муран пловом. Так вот этот глава Октябрьского округа Валентин Эверстов, он, в защиту в свою сказал, что в округе проживает 40 тысяч населения официально, а еще сколько неофициально. И на все про все у них всего лишь 7 дворников. Они просто не успевают убираться. Что больше дворников в Якутске нет. Только 7 человек на весь округ. Что мешает Эверсову нанять больше дворников, чем самому ходить на субботники, еще и блогеров звать, и вообще людей звать на субботники. Им, людям, между прочим, за это никто не платит. За это платят управляющим компаниям, чтобы они нанимали дворников. Он, наверное, за всех дворников сам работает, а зарплату себе забирает, поэтому ничего не успевает. А вот еще смешная новость. Она, конечно, она была бы очень грустной, если бы не была очень смешной. Потопленные суда в Жатаец. Утонуло целых 2 судна. Давайте посмотрим это видео. Будет совсем. Пошел, бедолага. Кино не будет. Электричество кончилось. Тут еще
еще он сейчас этого, блядь, как снимать, пострадал с караванки. С Кулибина захуярить. Гусев пошел на дно. На место происшествия сразу же выехала группа депутатов. Интересно, для чего? Селфи поснимать, видео в свои сторисы выложить? Непонятно. Наверное, они сделали это для того, чтобы принять план. План по решению проблемы. Сначала они примут план по решению проблемы, потом примут план по плану решения проблемы. А потом они примут план по утверждению этого плана по решению проблемы. А потом они примут отдельное утверждение этого плана по решению проблемы. А потом у них будет комиссия. Да, они сначала напишут план по созданию комиссии. Да, ой, простите. Следующая, не менее смешная новость, это открытие, значит, молодежного центра «Патриот». Посмотрите вот на исполняющего директора. Вот он у вас на видео, его фотография. Очень патриотическое лицо. Айлан Винокуров, значит, объявил тендер, значит, на оказание услуг по организации и проведению открытия молодежного центра «Патриот». Сумма, заявленная в тендере, 7,5 миллионов рублей. Первая, значит, часть этого тендера – это услуги по организации праздничного фуршета. Ой, я не могу. Вот, что будет в этом фуршете? Согласно техническому, значит, заданию, бисквитный спонж с красной икрой, вяленой олениной на шпажке, растягай с рыбой, мини-трайфламы с сезонными ягодами и прочими, значит, деликатесами. Короной фуршета станет 20-килограммовый трехуровневый торт с 4 вкусами: шоколадный, красный бархат, клубничный пломбир и фисташко-малиновый вкус. Пользователи в сети задаются вопросом, что такое вкус красный бархат и почему фуршет должен стоить 7,5 миллионов рублей. Непонятно. Ну, хотя, судя по лицу Айлана Васильева, все, мне кажется, очень даже... Айлана Винокурова, все очень даже, по-моему, понятно, почему фуршет стоит 7,5 миллионов рублей. Он, наверное, его сам разрабатывал. Это праздничное меню. Ночами корпел над этим праздничным фуршетом, значит, да, над этим тортом, над этими патриотической олениной на шпажках и бисквитные спонжи с красной икрой. Вот. Фуршет на 5 минут стоит 7,5 миллионов рублей. Торт «Патриот», фуршет, патриотический фуршет. Сэндвич с семгой, по-моему, это вообще не патриотическая еда. Патриотическая еда — это что? Это гречка, да, или овсянка, да, на воде. Вот это патриотическая еда. А сэндвич с семгой это, конечно, не патриотик. Тарталетки с салатом, растягай с рыбой, трайфлы. Торт особенно не патриотический. Вы что, хотите, как во Франции? Да. Еще одна печальная новость. Это то, что на Хаптагайской протоке смыло дамбу. 14 мая появилось видео, напротив Старой Табаги находится Хаптагайская протока. В общем, там была дамба, и рекой ее смыло. Давайте посмотрим видео. Вчера, 15 мая, в WhatsApp-группах форсировалось видео, где напротив Старой Табаги на Хаптагайской протоке смыло водой дамбу.
Сегодня, 16 мая, сообщают, что водой смыло не дамбу, а технологическую дорогу провоза строительной техники для строительства Ленского моста. Дорога была длиной 150 метров, ширина 4 метра. Дорога находилась от основной дамбы примерно в 500 метрах. Жителями задается вопрос, они собираются каждый год строить такие дороги? И что будет с основной дамбой, не смоет ли ее со дня на день? По видео видно, как дамбу отсыпали наспех зимой, конечно, по замерзшей протоке. Сейчас лед под этой дамбой потихоньку тает, и вода уже начинает течь сквозь дамбу. Скоро лед вообще растает, и тогда дамба просядет капитально, или, если большая вода, вообще ее смоет. И вся работа на смарку, то есть деньги на ветер. А кто будет эти убытки восполнять? Тут, значит, написали, что дамба была построена для временного изменения русла реки Тамма в районе Хаптагайской протоки. В общем, никакого отношения к Ленскому мосту, к объектам Ленского моста эта дамба не имеет. Поэтому совершенно спокойно. И стоила она, скорее всего, сущие копейки. Поэтому то, что ее смыло, не имеет никакого вообще значения. Как была дамба, нету дамбы. Какая вообще разница? Где Айсен Николаев? Есть Айсен Николаев? Нету Айсена Николаева. Какая вообще разница, да? Да, вот пишет, что транспортная прокуратура, значит, при подтверждении информации должна выехать на место и оценить ущерб, значит, который природа... Оценить ущерб, да, который вот природа нанесла этой дамбе. А там еще закопали сваи в эту землю несчастную, да? Сваи, которые никто никогда и не видел, да? А говорят, что они были закопаны там. Вот. Как бы со смывом этой дамбы не смыло еще и эти сваи. Понимаете? Потом окажется, когда люди придут на место проверять, есть ли сваи, да, а сваи там нет, и скажут, ну вот, дамбу смыло вместе со сваями. Сколько, интересно, миллионов рублей они потратили вот на эту всю беду. И последняя новость, она, конечно, не... Ее нужно обязательно прокомментировать. Новость с домом-интернатом, где, значит, на видео сняли известного в республике деятеля культуры Валерия Шадрина в очень печальном состоянии. Давайте посмотрим. Эти жуткие кадры в канун 9 мая жителям напомнила жертву концлагеря. В соцсетях Якутии распространилось видео, в котором многие узнали известного композитора Валерия Шадрина. Под видео было указано, что он находится в частном пансионате «Уютный дом». Судя по кадрам, его состояние ужасное. Очень худой, видны ребра, изможденный, в язвах. В данное время в пансионате проводится проверка. Ну, что сказать. Так страна заботится о своих людях. Дело с Шадриным получило такую огласку только потому, что он человек известный. Вот. А сколько таких людей, неизвестных, но в таком же состоянии плачевном, ну, скажем, лежит с ним в одной палате. Сколько их? И по поводу этих людей, которые находятся в таком же состоянии, да, никто, ни одна прокуратура, никакая, значит, проверка не поедет. Никакая уполномоченная по правам, значит, человека, Сардана Гурьева, не поедет и не будет разбираться. Вот. А тут дело получило огласку, и поэтому поехали все. И Следственный комитет, там, прокуратура, кто туда только не выехал. Вот. И очень, на самом деле, печально. Ничего ты с этим не сделаешь. Россия всегда была такой шовинистической страной. Россия всегда была такой страной, где человеческая жизнь ни во что не ставилась. Вот, и не ставится. К сожалению, это так.